Здравствуйте, уважаемые студенты. Вы с какой пришли организации, с какого образовательной организации? Вы с ЕГК пришли только, да? Ну, мы вообще приглашали все образовательные организации, и они нас заверили в том, что обеспечат соответствующую явку, не менее там 40-50 представителей, но пришли только вы, да, получается? Ну, подождем, может быть, еще опоздают, может быть, их эпидемия ковида всех свалила с ног. У нас проходит сегодня. Это мероприятие проводится в соответствии с конституционно-просветительской деятельностью Конституционного совета республики. Конституционный совет – это орган государственной власти, который создан год назад, учрежден соответствующими конституционными актами, представляет собой некую альтернативу упраздненных конституционных уставных судов субъектов Российской Федерации, упразднение которых состоялось в соответствии с конституционной реформой, проводимой на федеральном уровне правового регулирования, федеральной конституции, федерального судоустроительного законодательства. И Конституционный совет нашей республики состоит из конституционных советников, которые, кроме того, что непосредственные свои полномочия осуществляют по конституционному контролю, еще и преподают, являются учеными, конституционалистами и делятся своими знаниями, распространяют свои знания и проводят соответствующие публичные лекции. И вот у нас сегодня состоится первый такой прецедент проведения публичной лекции нашего лектора, представителя Московской юридической школы, кандидата юридических наук, доцента, заведующей кафедрой конституционного и муниципального права Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, конституционного советника, то есть члена Конституционного совета, заслуженного юриста Республики Саха-Якутия Альбины Афанасьевны Степановой. Сегодня она прочитает лекцию. Вы в таком немногочисленном составе, но будете иметь счастливую возможность прослушать ее лекцию на тему «Конституционное развитие России». После окончания лекции можете Альбине Афанасьевне задать вопросы, не стесняться это сделать. Пожалуйста, Альбина Афанасьевна. Это я, наоборот, выключила. Да. День, уважаемые студенты, уважаемые присутствующие. Сегодня лекция будет посвящена в целом Конституции и конституционному развитию Российской Федерации. И хотела бы начать с того, что такое Конституция, почему она появилась и для чего она нужна. Вообще идея Конституции появилась, она в современном ее понимании, скажем так, в XVIII веке. Вы, конечно, можете сказать, что слово «конституция», оно известно давно. Конституция, она происходит от римского языка, то есть латинского языка римского права, но, тем не менее, современное понимание Конституции зародилось, и появились первые Конституции только в XVIII веке. Что такое Конституция? Конституция имеет корни латинские и говорит об установлении, закреплении, определении и подтверждении. Констатация факта, наверное, слышали. Вот как раз Конституция и констатация имеют один корень. И поэтому, когда мы говорим о Конституции, мы должны спросить себя, а что же закрепляет, устанавливает, учреждает Конституция? Конституция закрепляет, учреждает прежде всего организацию власти и положение государства как организации и, соответственно, отношения между человеком и государством.
Поэтому это учреждение, это установление, это определение, оно становится обязательным для конкретного государства, для конкретной страны, для конкретного общества. И в чем значение Конституции? Конституция отличается от обычного закона тем, что в Конституции прежде всего закрепляются права человека. Права человека являются ограничителем при такой организации власти, когда власть она могла бы быть абсолютизированной, но когда появляется Конституция, власть она ограничивает сама себя. И поэтому вот это вот подтверждение, утверждение, определение Конституцией становится очевидным фактом, что тем самым государство ограничивается во власти, и, соответственно, появляются у человека какие-то права по отношению к тому же государству. И поэтому, когда мы говорим о наличии Конституции в государствах, мы должны все-таки уже видеть, что в этом государстве власть, она ограничена. Здесь не абсолютная власть, и власть ограничена тем, что народу, либо человеку принадлежат какие-то полномочия по отношению к власти. И поэтому сейчас, когда мы понимаем, что такое демократическое государство, представления уже стали более широкими, более широко обозначающими взаимоотношения человека и государства, но к этому мы перейдем чуть-чуть позже. А если говорить о развитии Конституции, то, как я уже говорила, первые конституционные идеи получили официальное закрепление в XVIII веке. Первые конституции, которые были приняты во Франции и в Соединенных Штатах Америки. Идеи появились в том числе и в Англии, сейчас это Великобритания, в Англии чуть-чуть раньше, но эти идеи не были закреплены в каком-то конкретном таком акте, который мы назвали бы Конституцией. Такие акты были приняты в XIII веке, в XVII веке, и вот эти известные акты, которые также постепенно ограничивали власть короля, они в настоящее время являются Конституцией Англии. Если говорить о российском конституционном, то, наверное, вы из истории знаете, что первые конституционные идеи появились в начале XIX века, и первыми с такими идеями выступили декабристы Никита Муравьев, Павел Пестель. Вы помните, они предлагали ограничение абсолютной монархии тем, что должен был появиться законодательный орган. Вот как впервые ограничивается абсолютная монархия? Тем, что появляется второй орган, который начинает принимать законы. И как вы понимаете, в абсолютной монархии исключительно монарх принимает законы. То есть он единственный орган, который, как мы говорим, принимает, на самом деле он издает законы, и эти законы же только он издает в единственном числе. То есть он один, он создает нормы права и так далее, и все дальше как бы исходит от него. А когда ограничивается власть монарха, то появляется второй орган, законодательный орган, который, вот видите, теснит вот эту власть монарха тем, что монарх уже не издает законы. Появляется законодательный орган, который называется парламентом. И поэтому вот эти парламенты стали возникать в современном понимании этого слова только, в общем-то, в целом в XVIII веке. Можно, конечно, говорить об английском парламенте, который появился в каком-то еще, мы говорим, даже в XIII веке, можем говорить, но тем не менее, когда мы говорим о конституционном развитии мира, то парламенты стали вытеснять вот такую абсолютную власть монархов только начиная с XVIII века. И поэтому Россия, она была не исключением. В России также стали появляться идеи об ограничении власти монарха. Вы помните Спиранского, вот как я уже говорила, Пестеля, Рылеева, и мы помним всех этих декабристов, но тем не менее в те времена, конечно же, идеи конституционной монархии, они
не стали реальностью. И прошло достаточно длительное время, когда конституционная монархия, она в определенной степени установилась в России, это начало XX века. Ну, до этого, вы помните, были очень серьезные вот такие перемены, конституционные перемены, реформы царя Александра II. Это отмена крепостного права, это судебная реформа 60-е годы. Но, тем не менее, эти реформы не были дальше продолжены, потому что произошло убийство царя Александра II, реформатора, ну и дальше вот эти реформы немножко приостановились. И можем говорить о том, что первые конституционные акты появились в России в 1905-1906 годах, когда император Николай II издал два документа: манифест 5 года и подписал основные государственные законы в 6 году. В этих двух документах действительно, почему мы можем говорить о том, что это конституционные акты, здесь император, царь Николай II, он сам ограничил свою власть тем, что этими актами создавалась Государственная Дума. А Государственная Дума – это орган законодательной власти. Тем самым царь ограничил свою власть, уже передавая свои полномочия по принятию законов другому органу, выборному органу, который занимался тем, что осуществлял законодательную власть. Поэтому вот эти два документа, манифест и основные государственные законы 5-6 годов, действительно можно называть первыми официальными конституционными актами, которые начали поворачивать вот Российскую империю, российское вот такое самодержавное государство в сторону конституционной монархии. Но наступает 17-й год, и, к сожалению, развитие конституционной монархии на этом было прекращено, и начинается новое конституционное развитие России. И здесь я бы хотела остановиться на тех моментах, которые могут быть интересны. Вот когда появляются новые конституции, почему они принимаются? Теория и наука конституционного права дает несколько обоснований и причин появления новых конституций. Ну, во-первых, появляется новое государство. Новое государство, теперь уже это стало практикой конституционного развития во всем мире. Если появляется новое государство, то обязательно должен появиться документ, основной базовый документ. Исходя из этого, сейчас я вам даю определение, что такое в современном понимании Конституция. Это основной политико-правовой документ любого государства, в котором должны быть обязательно закреплены такие моменты, которые являются основными, фундаментальными, основополагающими в любом государстве. Это система органов государственной власти и права человека. То есть в данном случае я хотела бы обратить ваше внимание на то, что в конституционном акте обязательно должны быть два элемента, два крупных элемента. Более мелкие элементы, которые вытекают из этих крупных элементов, они, естественно, должны быть, но самое важное и самое главное, что должно быть закреплено в Конституции, это организация власти, как она организована, и правовое положение, правовое состояние человека в этой стране или в этом государстве. Какие фундаментальные права обеспечиваются этим государством. Исходя из этого, мы делаем также вывод о том, что взаимоотношения государства и человека – это некая конструкция. И сейчас если мы говорим о демократическом государстве, то мы приходим к некоему пониманию того, что государство и человек – это два субъекта, которые заключают между собой некое соглашение. Люди, народ, общество – это с одной стороны, а с другой стороны – государство. Те же люди, но которые выделяются из нашего общества для того, чтобы реализовывать некие функции. Поэтому, когда мы говорим о такой организации, как государство, сейчас уже в конституционном праве есть такие представления, что государство – это не страна, это не совсем территория, это политическая организация. Это те же люди, которых народ
направляет или выбирает, или поручает для того, чтобы эти люди осуществляли управление на определенной территории, управление общественными делами. Поэтому определение государства очень простое. Практически это те же люди, но которым мы поручили реализовывать управленческие функции. И поэтому, если это не совсем понятно, то я могу показать на простом примере. В частности, если, например, человек заболевает, то он приходит к врачу. То есть врач имеет определенную свою, так скажем, функцию по лечению человека, может быть, и оказанию медицинской помощи, и поэтому человек обращается к врачу за профессиональной помощью. И врач осуществляет свои профессиональные функции. И государство, в принципе, также. Люди наделяют, передают полномочия для того, чтобы другие люди осуществляли какие-то функции, но управленческие. И тогда, когда эти люди, которым мы даем наши управленческие функции, начинают заниматься этим профессионально, то есть отделяются от нас, от обычных людей, которые осуществляют совершенно другие функции, тогда мы говорим о государственной организации. Поэтому на определенной степени сакрализировать и думать о том, что государство это откуда-то от Бога и так далее, в общем-то, в демократическом обществе это довольно непонятно, потому что это те же люди, которым мы поручаем власть, поручаем полномочия и на это соглашаемся. Как происходит это соглашение? Посредством избрания. Мы избираем тех людей, которых мы считаем достойными управления нами. Таким образом, мы считаем, что я не могу, предположим, я, например, управлять какими-то общественными процессами не могу, у меня нет на это никаких талантов или знаний и умений, то значит пусть другие люди управляют мной, они будут управлять мной гораздо лучше или успешнее и эффективнее. Таким образом будет достигнуто мое благосостояние, если эти люди будут управлять моими общественными делами, моими и общественными делами. Так осуществляется вот эта связь между государственной организацией и людьми. Соответственно, мы говорим о некоем общественном договоре. И поэтому, когда сейчас у нас в Конституции Российской Федерации появились новые нормы о взаимном доверии государства и общества, как раз об этом и говорится. Если мы доверяем, то значит мы голосуем. Не доверяем, не голосуем. И, соответственно, конституционное право дает четкое понимание того, что в демократическом государстве власть она должна быть сменяемой. И, соответственно, во всех конституциях устанавливаются сроки полномочий органов власти. И здесь я могу сделать некую оговорку. Есть демократические государства, в которых есть монархия. Но монархии в демократических государствах, как вы понимаете, это прежде всего символ государства. То есть они олицетворяют исторически, традиционно какую-то символическую роль, и, соответственно, реальных полномочий у них нет. И поэтому мы можем посмотреть на всем известную монархию Великобританию, и, как вы понимаете, что все-таки монарх Великобритании или король Великобритании, королева, они все-таки являются символами этого государства. И, соответственно, решают вопросы уже парламент Великобритании и правительство Великобритании. Поэтому, видите, здесь нет никакого, так скажем, исключения из правил, когда мы говорим, что государство и народ все-таки вступают в взаимоотношения и избирают свое правительство. Потому что в любом случае, когда мы говорим об избрании, речь идет о представительном органе, парламенте, который затем формирует правительство и оказывает влияние на исполнительную власть. Это и есть Конституция. И поэтому, когда мы говорим о конституционном развитии, то я начала с того, что мы должны понимать, когда появляются конституции, так вот, когда появляется новое государство.
Это первая причина появления Конституции. И когда вы, например, можете увидеть, что появилось в 90-е годы очень много новых государств, это бывшие союзные республики, это бывшие так называемые страны народной демократии, все они стали принимать свои конституции. Надо как-то определять организацию власти и положение человека в этой организации, которую мы именуем государством. Дальше. Второй причиной принятия Конституции является фундаментальные глобальные преобразования внутри страны. И когда появляется в этом необходимость. И вот как раз по этому поводу мы и будем рассматривать конституционное развитие России, по этому поводу как раз мы и собрались, и будем рассматривать конституционное развитие России. Потому что страна одна, но у нас было несколько конституций. Мы как бы, в общем-то, страну не меняли, но у нас было несколько конституций. И почему у нас было несколько конституций? Поэтому об этом мы будем говорить. Почему? Потому что, еще раз повторяю, когда происходят фундаментальные глобальные преобразования, то тогда нужно принимать Конституцию. Ну и третьей причиной принятия Конституции бывает иногда устарение Конституции в определенной какой-то части. Конституция устаревает, она перестает отвечать потребностям общества, то тогда появляются общественно-политические силы, которые инициируют принятие новой Конституции. Вроде бы никаких фундаментальных преобразований нет, вроде бы государство не меняет свою формацию, не меняет свою сущность, но тем не менее появляются некие какие-то, можно сказать, неточности в конституционном регулировании, появляется необходимость в том, что нужно по-другому регулировать какие-то отношения, по-другому определять основные базисные состояния в обществе. Тогда появляется или наступает необходимость принятия новых конституций. В частности, можно привести пример французской конституции, когда она была принята в 50-е годы. Да, Франция не меняла своей сути, но нужно было изменить систему органов государственной власти, и тогда в свое время тогда президентом де Голлем была инициирована Конституция 1958 года. Далее, что касается других причин, это, например, освобождение от колониальной зависимости, то есть практически появляются тоже новые государства, и могут быть и другие какие-то причины. И далее следующий вопрос, а как принимаются конституции? Принимается Конституция всегда, вот главный признак Конституции – это то, что Конституции принимаются от имени народа. Это единственный документ, который принимается либо народом, либо от имени народа. Практически во всех конституциях есть преамбула, и преамбула, она объясняет, почему Конституция принимается, и в этой преамбуле указывается почти всегда и обязательно, что эта Конституция принимается народом, от имени народа и для народа. Поэтому, когда мы изучаем конституции всех стран, то, в общем-то, мы можем увидеть, что это специально делается такая оговорка, чтобы подчеркнуть значение этого документа. Конституция, она такой один документ. И поэтому Российская Федерация тоже, когда мы принимали Конституцию 1993 года, преамбула довольно такая большая, и вот она объясняет, почему мы приняли, народ Российской Федерации приняли эту Конституцию. Но, можно сказать, моду и тон задала американская Конституция, которая также в своей преамбуле оговорила, что принимается народом Соединенных Штатов Америки. Ну и последующие Конституции, они были приняты в определенной степени, повторяя, можно сказать, структуру американской Конституции, либо содержательную часть американской Конституции. Потому что бы ни говорили, американская Конституция была и остается действующей, и она является
первой конституцией, которая действует в течение 200 с лишним лет. Она была принята в 1787 году, то есть это конец 18 века, она действует до сих пор. Но она действует, потому что она по объему небольшая, и, собственно говоря, у нее мало таких декларативных норм. Она четко определяет государственные органы и их полномочия, поэтому особо менять там нечего. Ну а если переходить к другим способам принятия Конституции, то, как я уже говорила, если принимается от имени народа, то принимается иногда на референдумах. Референдум – это всенародное голосование по какому-то вопросу. То есть надо принять решение, то возможно вынесение решения этого вопроса на всенародное голосование, которое называется референдумом. И поэтому для будущих юристов нужно иметь четкое представление, чем отличается референдум от выборов. Это форма непосредственной демократии и два основных способа реализации власти народом – это референдум и выборы. Другие способы, они, конечно, тоже есть, но когда вы читаете учебники, в первую очередь вы видите, что форма проявления непосредственной власти народа – это референдум и выборы. И вроде бы как бы одно и то же – это голосование. И на выборах люди голосуют, и на референдуме голосуют. Но коренное отличие заключается в постановке вопроса. То есть, если вы знаете падежи, то ставите себе винительный падеж «кого что». На выборах ставим вопрос «кого», на референдуме ставим вопрос «что». То есть на выборах мы избираем людей, а на референдуме решаем вопрос. То есть мы решаем вопрос и ставим вопрос «что?». Что мы решаем? На выборах мы избираем кого депутатов, на референдуме ставится вопрос, и мы отвечаем на этот вопрос, согласны мы ли с чем-нибудь или нет. Потому что на референдум ставить вопросы крупные, длительным образом, так скажем, сформулированные нельзя. Потому что на референдум человек приходит и смотрит в бюллетене вопрос. И на этот вопрос нужно дать ответ «да» или «нет». Поэтому иногда можно посмеяться таких вопросов. Формулировка вопросов, она бывает очень сложная. И поэтому вот для себя вы немножко можете подумать, а на какой вопрос вы точно скажете ответить «да» или «нет». Но сразу напрашивается вопрос, согласны ли ты выйти за меня замуж. Вот, практически такой же вопрос можно ставить на референдуме, но, естественно, будет вопрос уже государственного значения. Но формулировка вопроса, она должна быть именно такая. Вы согласны? Да или нет? И других вопросов не должно быть. А с чем согласны? Это уже нужно сформулировать для того, чтобы на референдум участок избирательный пришел любой гражданин, не обязательно с образованием, это может быть человек, который вообще даже не вникает в государственные какие-то дела и так далее, но он приходит на участок, и он должен понять, какой же вопрос ему задали и на какой же вопрос он должен дать вот такой утвердительный либо отрицательный ответ. Поэтому, если вы в своих семинарских занятиях вы будете придумывать вопросы референдума, то вам придется очень сложно, потому что так сформулировать вопрос довольно сложно, и ограничений при постановке вопросов тоже много. Но Конституцию можно принимать на референдуме. И на референдум выносится вопрос, вы согласны принять Конституцию или нет. Поэтому Российская Конституция была принята в 1993 году именно путем голосования, но формально не говорится о референдуме, но по сути это референдум, и поэтому россияне приняли действующую Конституцию на референдуме. Дальше, следующий способ принятия Конституции – это вот тот способ, о котором я говорила, это дарование. Монархи могут даровать, то есть, так скажем, с барского плеча монарх может сказать: «Я дарую вам свободы». И поэтому, если вы прочитаете вот эти основные законы 1906 года, там действительно император дарует народу свободы. Там прямо так и написано: «Дарую свободу». Свободу какую? Формирование Государственной Думы
И эта Государственная Дума является представителем народа, и эта Государственная Дума, как представительство народа, будет принимать законы. И поэтому, видите, вот очень такое вот емкое слово «дарование», оно является вот одним из способов, это слово определяет один из способов принятия Конституции. Это дарование свобод гражданам. И, соответственно, таким образом, когда даруются свободы гражданам, то тогда мы говорим о том, что это Конституция. Конституция даруется народу, монархам. Ну, таких конституций не так много, просто можно в качестве примера привести японскую конституцию в свое время, но это был 19 век, и поэтому об этом говорить, ну, наверное, можно только с исторических точек зрения. И считается, что определенной степени основной закон даровал народу король Саудовской Аравии, но все-таки это не совсем то, потому что Саудовская Аравия это никак не конституционная монархия, но в свое время действительно король вот сказал, что это будет конституция. Но у них нет прав голосовать за короля, граждан, подданных Саудовской Аравии, и нет возможности формировать парламент. Поэтому тут уже просто, как говорится, способ принятия основного закона, не более. Это не Конституция. Ну и следующий способ принятия Конституции – это парламентом. Парламент принимает Конституции на заседаниях, возможно, своих, и является принятие Конституции одним из полномочий парламента. Ну а если четвертый способ, который более распространенный, это принятие Конституции учредительными органами. Что такое учредительный орган? Учредительный орган созывается исключительно для решения одного важного вопроса. Поэтому для принятия Конституции, например. То есть учреждает что-то, и все. И на этом его функция исчерпывается, считается выполненной. Поэтому называется учредительное собрание. Таковым учредительным собранием у нас могло быть конституционное собрание, которое предусмотрено Конституцией Российской Федерации, но пока это конституционное собрание у нас не сформировано, потому что пока нет механизмов формирования вот этого конституционного собрания, нет принятого федерального конституционного закона. Таким образом, резюмируя, так скажем, этот вопрос, я еще раз напомню, Конституция принимается тогда, когда в этом появляется необходимость, и принимается определенными способами. Способов много, я назвала всего 4 способа. И уже переходим к конституционному развитию России и посмотрим, какие изменения в конституционном развитии или какие этапы прошла Россия в своем конституционном развитии. Конечно же, вот первые конституционные акты начала XX века об этом говорило, но это было то государство, которое называлось Российская империя. Вот когда появляется уже советская Россия, были приняты несколько конституций. Революционные события 1917 года, они обусловили принятие Конституции 18 года. Вот здесь произошло абсолютное преобразование системы власти. И советская система, она настолько уникальна. Здесь я не могу говорить о том, что хороша, но тем не менее уникальна в том плане, что такой системы не было нигде в мире, и нигде она не была, как сейчас говорят, апробирована. Советская система власти, она основывается, естественно, на трудах, конечно же, прежде всего Маркса и Энгельса, но она была реализована только в советской стране в начале 20 века, ну, в 17 году, в 18 годах, и имеет настолько характерные, уникальные особенности, что, ну, как говорится, сейчас эти особенности редко вообще кем-то реализуются. Но буквально осталось 2-3 государства, это Корейская Народно-Демократическая Республика и в определенной степени Куба, которые сохранили те элементы, которые были придуманы во время реализации институтов именно советской власти.
О чем здесь я бы хотела сказать? Дело в том, что советское государство в начале, в 18 году, оно было объявлено, ну здесь то же самое, Конституция СССР, Конституция России 18 года, вы видите, потому что сначала появилась Российская Федерация как государство, а потом только Советский Союз. И вот в 18 году, когда Конституция Российской Федерации, РСФСР, это Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, поэтому мы в свое время сокращали РСФСР, ну, никто не проговаривал вот это длинное название этого государства, но она объявила себя диктатурой пролетариата. То есть это было государство, то есть организация, политическая организация исключительно рабочего класса. Ну, плюс еще беднейшее крестьянство, солдаты и красноармейцы. Но это было принципиально новое государство, государство рабочего класса. И принцип организации государства был именно такой. Во власти должны быть представлены именно представители пролетариата, то есть работники, рабочие заводов, фабрик и так далее. И способ формирования органов государственной власти был именно такой. Меньше от деревень, в 5 раз меньше, а больше от городов. И тем более это касалось тех граждан, которые были заняты на работе в заводах и фабриках. Вот это государство диктатуры пролетариата, оно просуществовало довольно долго. Но параллельно с этим шло формирование Советского Союза уже как государства, и в 1924 году была принята Конституция уже Советского Союза. И поэтому Россия, она вошла в состав Советского Союза, и я бы сказала, она в определенной степени растворилась в этом Советском Союзе. Фактически, можно сказать, СССР – это государство, которое прежде всего представлено бывшей Россией как самостоятельным государством. Потому что к Советскому Союзу потом присоединились другие, присоединены были другие составные части, но основным костяком, основной осью всегда была Российская Федерация. Поэтому сейчас в Конституции ввели новые нормы о том, что Россия является правопреемницей Советского Союза. Ни одна республика союзная, она не объявляет себя правопреемником Советского Союза, кроме России. Но это абсолютно логично, потому что и СССР был образован, условно скажем, вокруг России. Хотя 4 государства образовали Советский Союз, но тем не менее инициатором все-таки была Россия, как самостоятельное тогда государство. Так вот, 18-й год, 25-й год все-таки ознаменовали российское государство как государство диктатуры пролетариата. Исключались из участия в выборах, исключались из участия в формировании государственных органов все те, кто занимался извлечением, так скажем, прибыли, и все те, кто нанимал работников. Наемный труд стал запрещенным, и поэтому те люди, которые занимались предпринимательской деятельностью и нанимали себе работников, они, в общем-то, исключались из избирательного процесса и, как тогда говорили, поражались в правах. И поэтому вы видите, это такое новшество было формирование органов государственной власти. И второй характеристикой советской системы было исключение частной собственности. Вся собственность, все производство было национализировано. То есть все стало принадлежать государству, и, соответственно, граждане не могли заниматься никакой самостоятельной деятельностью. Вот как раз из-за этого, естественно же, потом стали возникать экономические какие-то кризисы в позднем Советском Союзе, потому что все-таки натура человека такова, что ему нужно заниматься частной деятельностью и выражать себя, и реализовывать себя в экономических каких-то сферах для того, чтобы просто элементарно реализовать свои материальные потребности.
Вот это было запрещено в Советском Союзе, и вот это сейчас, в настоящее время, частная собственность запрещена только в 2 странах. Это КНДР и Куба. Но в Кубе уже делаются определенные какие-то передвижения в сторону уже рыночной экономики, но вы понимаете, что эти государства, к сожалению, в экономическом плане не являются лидерами. И дальше. Следующий этап – это уже этап 30-х годов. В 30-е годы советское правительство уже решило, что здесь уже вот это манифест, вот диктатура пролетариата здесь, можете посмотреть. В принципе, и тот слайд, он был полезный, сейчас вы можете просто посмотреть. Вот октябрь 17 года, диктатура пролетариата. И дальше. Вот Конституции СССР 36-77 годы. Советский Союз просуществовал до начала 90-х годов и просуществовал, можно сказать, 91-24, сминусовать приблизительно где-то около 70 лет. И, соответственно, были приняты 3 конституции. Российские конституции принимались вслед за советскими конституциями, как вы видите. Первая конституция – это конституция самостоятельного государства РСФСР, а дальше вот 3 конституции были приняты вслед за советскими конституциями. Поэтому особого вот так исторического или конституционно-правового значения при рассмотрении Российской Конституции 25-37 года не имеют, и поэтому я буду говорить о советских конституциях. К 1936 году, когда принимали Конституцию, оказалось, что уже нет эксплуататорского класса и появилось уже государство трудящихся. В 20-е годы, вы помните, было государством диктатуры пролетариата, а к 30-му году руководство Советского года посчитало, 36-му году посчитало, что уже ликвидированы все эксплуататорские классы и остались только трудящиеся. И появился лозунг «Тот, кто не работает, тот не ест». Но это был официальный лозунг. Кто не работает, тот не ест. То есть все люди обязаны были трудиться. И очень долго в советском уголовном праве была норма, которая устанавливала уголовную ответственность за тунеядство. А тунеядство – это тогда, когда человек не работает нигде. И это было преступлением. Государство на самом деле создавало условия для того, чтобы каждый человек имел возможность работать. Это было действительно так. Я жила в свое время в Советском Союзе, и действительно можно было найти любую работу, но, впрочем, как и сейчас, работа могла быть любой. Это и уборщики, это и санитарки, это и дворники и так далее. То есть сейчас, в принципе, такую работу тоже можно найти, но в Советском Союзе это было обязанностью, не сколько правом человека, но еще обязанностью трудиться. И поэтому логично правительство посчитало, что государство у нас будет называться государством трудящихся. Вот это вот Конституция 1936 года, и я не буду говорить о том, что как реально все это было на самом деле, но я говорю именно о конституционном развитии. И дальше. Теперь уже переходим уже к 1977 году, это уже 3-я советская конституция, 4-я российская конституция. И в 1977 году почему была принята в рамках также одного государства конституция? Да потому что посчитали, что в Советском Союзе построено общенародное государство. То есть уже сначала, как вы видите, 20-е годы это было государство только рабочих, государство формировали только рабочие. 30-е годы государство формировали как организацию только трудящиеся, все трудящиеся, крестьяне, все абсолютно интеллигенты и так далее, но только те, кто работал. А к 1977 году все-таки посчитали, что народ, советский народ и не един, и, соответственно, мы построили общенародное государство.
То есть к 1977 году все-таки даже Советский Союз пришел к тому, что народ и власть, не рабочий и власть, не трудящийся и власть, а именно народ и власть. И таким образом, к 1977 году уже начинает появляться понимание, что власть принадлежит, хотя в 1917 году был такой лозунг «власть принадлежит народу», но под народом понимался только пролетариат. Очень многие, как я уже сказала, исключались из понятия «народ». А к 1977 году уже пришли к пониманию такому, что народ – это все люди, которые проживают на территории Советского Союза. И поэтому такие видения, они предопределили принятие Конституции вроде бы в одном и том же государстве. Власть, она, в общем-то, особо не менялась, это были советы. С самого начала это советское государство. Что такое советы? Советы – это представительные органы. То, что вы сейчас видите, где заседают депутаты, это в Советском Союзе называлось советами. Поэтому государство называлось Советский Союз. Нет никаких тут каких-то измышлений или каких-то особых сложностей. Это всего-навсего государство советов, депутатов, либо трудящихся, или народных депутатов. И поэтому слово, даже советы депутатов, оно получило определение «советы народных депутатов». До этого были советы депутатов трудящихся, а в 1977 году стали советы народных депутатов. К этому иногда возвращаются периодически, в частности у нас в республике депутаты тоже называются народными депутатами, но это тавтология практически. Когда мы говорим о депутатах, они не так представители народа, они обязательно это подчеркивают, что они являются народными депутатами. Ненародных депутатов нет в настоящее время, и, соответственно, подчеркивалось раньше специально, потому что вы помните, что были депутаты трудящихся, рабочие депутаты, а потом стали народные депутаты. Поэтому здесь подчеркивание было важно. В настоящее время, конечно, этого подчеркивания не должно быть, потому что и так понятно, что депутаты только народные. И вот к 1977 году в Советском Союзе мы пришли к выводу, что построено общенародное государство. Полностью окончательно победил социализм, и мы строим коммунистическое будущее. То есть планов было достаточно много, планов было громадье, как говорится, но наступают уже 80-е годы, 85-й год, и руководство Компартии Советского Союза переходит к Горбачеву, который инициирует реформы. Эти реформы, они были в свое время очень, можно сказать, революционными, потому что инициировалось уже несколько вот таких очень интересных демократических реформ были инициированы. Но начиналось сначала с того, что появлялись ростки или зачатки частной собственности. То есть вся полностью огосударствленная промышленность, она и промышленность, и производство, они стали, в общем-то, немножко размягчаться тем, что разрешалось частное производство мелких каких-то товаров. И поэтому начали появляться в 80-е годы производственные кооперативы. Чего не было, и поэтому вы сейчас даже себе не представляете, как это не могло быть каких-то кафе, каких-то вот таких мелких мастерских, мелких ателье и так далее. Все принадлежало государству, и все было под руководством государства. И вот именно в середине 80-х годов появляются вот такие мелкие частные предприятия, и вот таким образом начиналась реформа. Сначала вот такие экономические реформы были начаты, и только потом к этим экономическим реформам стали присоединяться политические реформы. Политические реформы заключались в очень революционном шаге, изъятие из Конституции и Советского Союза, и Российской Федерации уже 1978 года положений о руководящей роли партии. Вы помните, все это время, 70 с лишним лет, на самом деле руководящей силой было не сколько государство, а политическая партия по названием Коммунистическая партия Советского Союза, КПСС. Сейчас вот такое положение сохраняется, например, в такой стране, как Китай.
Коммунистическая партия Китая сначала определяет, и только после этого принимаются государственные решения. Сначала партия определяет, и после этого проводится съезд, который называется Всекитайское собрание народных представителей, который принимает решение. Сначала вот будут руководящие указания, и только после этого государственные органы принимают решения. Ну вот это вот советская система, бывшая, которая была основана на руководстве коммунистической партийной системой. И вот это вот именно в конце 80-х годов начала сдавать позиции. Вот такая система, что не партия должна определять, а в государстве должны быть представлены разные партии. Не одна партия должна руководить всеми общественными процессами, а государство, оно должно, в общем-то, прислушиваться к мнению разных партий, и эти партии и будут образовывать государство как политическую организацию. И поэтому вот настала, естественно, необходимость в реформировании уже действующей Конституции 1977-1978 года. Ну, к сожалению, можно сказать, Советский Союз распался. Ну, как к сожалению, для многих жителей это стало, конечно, неожиданностью, но все-таки экономические и политические были предпосылки к этому, и искусственно вот такое огромное образование было сохранить невозможным, потому что первыми ушли от Советского Союза прибалтийские республики, которые были в 1940 году присоединены действительно фактически насильственным путем. Ну и дальше стали уходить другие республики, и в итоге все 15 союзных республик, они образовали самостоятельные государства, и вот это состояние, в общем-то, существует до сих пор. Ну и поэтому мы уже переходим к Российской Конституции 1978 года, в которой были внесены в 90-е годы огромное количество изменений, и об этом мы будем тоже говорить. Вот это вот 90-е годы, 20-е годы, 90-е годы я еще не пришла. Это вот Конституция СССР и России. О чем я говорила вот про Советский Союз? Ну вот наш очень известный в свое время лидер коммунистической партии Брежнев, ну, наверное, вы слышали, с 1964 года по 1982 год он был руководителем не только партии, но еще государства, потому что он был председателем Президиума Верховного Совета СССР, одновременно будучи генеральным секретарем партии. Вот как партия и государство, здесь они были действительно сращены, но это была особенность именно советского государства. И дальше. Вот конституционные реформы 80-х, 90-х годов. Ну, можно отдельно выделять реформы 88-89, 89-90-е годы, 91 год, ну и 92 году. Вот все эти годы принимались разные решения. Появлялись органы государственной власти, появился президент и Советского Союза, и Российской Федерации, в частности, в 1991 году. И дальше, если говорить о таких органах, как, например, Конституционный суд и так далее, это тоже 1991 год в Российской Федерации. Реформ было произведено вот как раз в эти 3-4 года, 88, 89, 90, 91, 92, это практически 5 лет, очень много реформ, которые преобразовали существовавшую государственную организацию и предопределили принятие новой Конституции. Настолько много было принято поправок в Конституции России 1978 года, что появилась настоятельная необходимость принятия новой Конституции. И этому предшествовали, конечно же, достаточно серьезные политические эксцессы в 1993 году, но тем не менее Конституция в 1993 году она была принята. Видите, вот Михаил Сергеевич Горбачев, вот он, ну как, видимо, инициирует реформы и руку поднял, возможно, но тем не менее эти реформы, они действительно были осуществлены,
И, тем не менее, нужно было принять новую конституцию, потому что вот старая конституция настолько она была уже изменена, что сохранять ее в том виде не было никакой необходимости. Вот. И видите, вот Российская Федерация приняла Декларацию о государственном суверенитете еще в 90-м году, когда еще существовал Советский Союз, и Россия начинает свое конституционное развитие отдельное от Советского Союза. Ну, начиная фактически с 90-го года начинается. И видите, конституционный проект, он был опубликован в ноябре 93-го года, и дальше в декабре, 12 декабря 1993 года Россия приняла свою конституцию как самостоятельное суверенное государство. Вот эта конституция России 1993 года, она функционирует до сих пор, и сейчас буквально несколько слов о конституционном развитии уже в условиях ныне действующей конституции. Если брать конституционные поправки, вот, пожалуйста, картина конституционных поправок. Первые поправки были приняты в 2008 году, то есть через 15 лет после принятия Конституции, вот декабрь, как вы видите, ровно через 15 лет. Но здесь первые поправки коснулись прежде всего увеличения сроков полномочий президента и Государственной Думы. До этого срок полномочий и президента, и Государственной Думы был 4 года. И почему 4 года? Мы тут пошли в свое время в 1993 году по пути Соединенных Штатов Америки. Там у них 4 года. Если говорить о палатах, то Нижняя палата вообще 2 года. Палата представителей в Соединенных Штатах Америки, она функционирует 2 года. Сенаторы, каждый сенатор занимает свою должность 6 лет. То есть по парламенту нельзя сказать, что у них срок полномочий такой-то, такой-то, в целом. Нижняя палата 2 года, всего 2 года. А 4 года – это срок полномочий президента Соединенных Штатов Америки. И поэтому Россия, когда примеряла на себя формы и содержание для будущей Конституции, приняла в свое время решение, что у президента должны быть срок полномочий 4 года, и у Государственной Думы тоже 4 года. Но потом, через 15 лет, наше государство все-таки решило, что надо срок полномочий увеличить. Тут могут быть разные причины, здесь не будем давать оценки, но тем не менее Конституция была исправлена в сроках полномочий. Ну и далее, в тот же день, 30 декабря 2008 году, были приняты поправки, которые касались отчета правительства. Отчет правительства, он обязательно должен быть в Конституции, он не был закреплен, но здесь просто можно сказать, условно скажем, редакционная поправка, что обязан носить, неправильно здесь написано, не исправила, здесь можете сами, так скажем, по-русски исправить. Следующая поправка, следующий закон о поправках был принят через 6 лет в 2014 году. Основной, так скажем, сутью вносимых поправок была реформа судебной системы. В настоящее время, как юристы, вы должны знать, что высшим судом в системе судов общей юрисдикции арбитражных судов является Верховный суд. Был упразднен Высший арбитражный суд. Здесь можно говорить о том, что соединили в одном судебном органе функции высших судебных органов, и таким образом было дано обоснование вот этой поправки. Чтобы не было 2 высших судов, которые рассматривают экономические споры и общие, так скажем, уголовные гражданские дела, и поэтому объединили в одном суде, в Верховном суде, который был заново сформирован. Вот это вот привело к такой поправке.
Ну и некоторые поправки коснулись формирования Совета Федерации, но эта поправка, так она и осталась не работающей. И далее следующий блок поправок – это уже 2020 год. 2020 год были приняты где-то приблизительно 200 с лишним вот таких изменений в Конституцию. Конституция меняется только в главах 3, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 главы меняются. И в эти главы были внесены довольно большое количество поправок. Здесь очень кратко, здесь вот указаны, что было изменено и какие положения Конституции получили, так скажем, изменения. Это что касается государственного устройства. Но почему-то я исправила, здесь исправления не прошли. Поэтому иногда, как говорится, бывает, вот я точно помню, что государственное я исправляла, тут ошибка почему-то сохранилась. Так, дальше. Поэтому не думайте, что это моя ошибка. Здесь бывает иногда вот такая не исправлена сама. Коснулись государственного федеративного устройства, изменения в Конституции, системы органов власти, как вы видите, президент, правительство, федеральное собрание, судебная система и прокуратура, власти относится и местное самоуправление. Все это подверглась определенным изменениям, но и изменились положения, которые касаются социально-культурной сферы и международных отношений. То есть 200 с лишним поправок, они вот коснулись абсолютно всего, что представляет собой содержание глав 3 и 8 Конституции Российской Федерации. Очень кратко, если говорить о поправках, то в федеративном устройстве появляется понятие федеральных территорий, появляется единая система публичной власти. В общем, это только если говорить о федеральных территориях, что-то новое. Если говорить о единстве публичной власти, то в Российской Федерации она и так единая. Но здесь можно говорить только о целях этого единства. На самом деле все-таки органы власти, хотя они образуют единую систему, но отделены друг от друга, в том числе местное самоуправление. Что касается президентских полномочий, то они расширены. Дальше полномочия по отношению к правительству, по отношению к судебной власти и прокурорским работникам. Довольно много вот таких поправок было внесено. Федеральное собрание тоже подверглось, так скажем, в своем определении изменениям. В частности, появился такой термин, как сенаторы. Совет Федерации, Верхняя палата Федерального собрания, название сохранилось. Раньше те представители субъектов Федерации, которые заседали в Совете Федерации, назывались членами Совета Федерации. Они теперь стали именоваться сенаторами, и поэтому вот такое изменение коснулось норм в Федеральном собрании, и изменились некоторые полномочия обеих палат. Судебной власти тоже коснулись изменения и порядка формирования, и ответственности судей. Поэтому, если внимательно все это изучить, то есть некоторые, можно сказать, положения, которые коснулись судебной власти. Но как юристы вы должны понимать, что все-таки принцип независимости судебной власти, он является главным, и он, естественно, сохраняется как основа уже конституционного строя. А что касается социально-культурной сферы, здесь очень много поправок, но они касаются прежде всего благополучия граждан и социальной ответственности и государства, и человека за свое, так скажем, благополучие. И вот эти поправки, они, в общем-то, направлены на повышение благосостояния российских граждан. Поэтому их очень много, они растворены теперь уже в федеральном законодательстве. И сейчас очень кратко здесь просто обзор вот этих поправок был
правительства. Здесь вот социально-культурная сфера, достаточно много этих поправок, и поэтому для того, чтобы их более подробно изучать, естественно, все лекции не хватит, и поэтому можете просто посмотреть. Появляются такие термины, как солидарность, социальная, политическая, экономическая солидарность и так далее. Довольно много. Прожиточный минимум, социальное пособие, все это, ну, фактически и раньше было, но тем не менее вносится как усиление социальной роли государства в Конституцию. Таким образом, здесь, когда мы говорим о конституционном развитии Российской Федерации, наверное, можно поставить, пока можно сказать, точку на том, что развитие Конституции Российской Федерации сейчас остановилось на поправках 2020 года. И когда возникает вопрос, а что дальше? Как развиваться России в конституционном плане, то, ну, можно сказать, предположить. Мы не можем предвидеть будущее. Будущее меняется с огромной скоростью. Но если говорить о конституционном развитии, то есть всего два пути. Это принятие новой конституции, если в этом появляется необходимость, либо, опять-таки, дополнение Конституции, либо изменение существующих норм, положений Конституции, которые могут быть подвержены определенным изменениям в зависимости от изменения общественно-политической и экономической ситуации. Поэтому всего два пути. В будущем, когда мы рассматриваем конституционное развитие, еще раз напомню, это принятие новой Конституции, либо внесение дополнений, изменений и поправок, как мы говорим, в действующую Конституцию. И поэтому позволю себе на этом завершить свою лекцию в конституционном развитии. Мы охватили очень кратко все вопросы, которые касаются Конституции России и советского государства. Спасибо за внимание. Ну, если есть вопросы, то, наверное, можно задавать. А если нет вопросов, то можно поблагодарить друга за то, что внимательно вы слушали. И благодарю всех присутствующих. Спасибо. Я поблагодарю Альбину Афанасьевну за то, что она уделила нам время и прочитала такую содержательную, прекрасную лекцию. Я думаю, вам понравилось, да? Отсутствие вопросов – это свидетельство того, что материал усвоен в полном объеме 100%, да? Спасибо, что сегодня нас посетили. Мы думаем, что вам полезным была эта лекция. И мы надеемся, что наши дальнейшие мероприятия вы тоже будете посещать. С радостью вас будем встречать. Соответствующие письма буду направлять в адрес вашего руководства, информировать Дениса Андреевича о проводимых нами мероприятиях. Также мы выражаем благодарность историческому парку, историческому комплексу, который нас сегодня здесь приютил. Ну, учтем то, что, наверное, здесь сказывается транспортная некоторая логистика, и следующую лекцию публичную, наверное, будем организовывать уже непосредственно на базе соответствующей образовательной организации. Ну, там еще и произошли накладки по расписанию, сейчас мне информировали, которые не были согласованы, и поставлены были учебные занятия, что привело вот к таким вот к такому дублированию мероприятий. И, пользуясь случаем, что вы здесь сегодня находитесь, вот, музейный комплекс «Моя история» приглашает вас посетить выставки, которые здесь представлены, в частности, выставка, посвященная трансформациям на Украине, значит, и нашей республиканской, якутской истории, посетить выставку Олонхо. Вас приглашают, раз вы здесь находитесь. Ну, я так понимаю, что это на бесплатной основе, да? Нет? Неизвестно?
Пушкинская карта нужна. Ну это, наверное, на первом этаже, да, выяснит. Но если вопросов нет, то еще раз я вас благодарю, что вы сегодня подошли. И думаю, что вам было сегодня полезна эта информация для становления и развития ваших профессиональных качеств и знаний. Да? Ну все, спасибо, до свидания.